где всего лишь стены, крыша, тепло, удобно и комфортно. В чем задача синагоги? Синагоги — это место, где собираются вместе евреи на разные мероприятия. Молитвы, праздники, учеба, общение, встречи и так далее. Сегодня синагога — это не просто место, где пришли, помолились и ушли, а синагога — это общедоступное место на все случаи жизни. Теперь в синагоге, по идее, синагога может быть везде. У вас дома, у меня дома, на улице, в палатке. Я когда приезжаю в Израиль, сам люблю, где в городе, где мой брат и сестра живут, где я у них останавливаюсь, синагога — бомбоубежище. Да? Просто небольшая синагога, там полно людей. Что теперь, в синагоге нет определенных архитектурных стандартов, как она должна выглядеть. Вот если я привожу пример. Например, возьмите православную церковь. Сдалека можно увидеть, что это церковь, никогда не ошибетесь, что это какое-то другое здание. Мечеть — то же самое, да? Буддийский храм, уверен, то же самое. То есть всегда заметьте, что это не дом, это особенное место, священное место. В синагогу нет определенных стандартов. Кроме звезды Давида, и то не на каждой синагоге ставят звезду Давида из-за безопасности, а как бы бежали тут, слава Богу, все хорошо, никто не боится, поэтому здесь все открыто и свободно. Но обычно это обычное помещение, такое небольшое помещение, где евреи собираются. Даже в Якутии у вас есть синагога. В Якутске я был там, да, и есть община, вот, и мы сейчас сегодня разрабатываем программу, мы это отдельно потом переговорим, о содействии еврейской общины и развитии еврейской общины в Якутии. Так вот, синагога сама по себе это всего лишь стандартное здание, так как неудобно всех, допустим, к себе, удобно себя сделать синагогу, допустим, да, комнату выделить синагогу, но неудобно всех сдать себе. У евреев молятся 3 раза в день, неудобно. Поэтому, что принято? Принято было, и что евреи, или не обязательно евреи, я знаю, что люди просто скидываются деньгами и строят большое здание, где было удобно и комфортно вместе прийти сюда. Чтобы это было общественное здание. Вот, поэтому синагога — это всего лишь здание с крышей, где собирается удобно прийти на молитву и не только на молитву. Но, что синагогу делает синагога? Есть 4 момента, 4 вещи, которые вы увидите в любой синагоге мира, такие 4 стандарта. Первое и самое главное, это вот это место, это называется Арон Кодеш. Это переводится как святой шкаф. Чем он святой? Обыкновенный шкаф. Но что святое в нем? В нем находится Тора. Тора — это, как скажем, Библия, Ветхий Завет, только не книга обыкновенная, а написано пером и чернилом на пергаменте из кожи коровы обработанной, и пишется история еврейского народа, Тора. Так как это самая уважаемая вещь, что есть у евреев, и самая святая, что есть у евреев, а мы чтим историю, свою память, традиции, она находится закрыта там. И она выносится и показывается только при определенных днях и только при наличии молящихся. То есть просто так мы ее не показываем, из-за уважения к своей памяти, к своей традиции. Итак, мы сказали, первое, самое главное место, это вот здесь шкаф, где находится Тора. Я вам наверху, у нас музей, я вам покажу, как она выглядит развернута. Теперь, Тору выносят сюда. Это вторая особенность, называется бима. Бима переводится как сцена. Видите, даже ступенечка есть. Сцена, то есть там, где раввин или любой человек, который умеет читать Тору, встает и читает ее. И она находится всегда напротив шкафа, чтобы быстрее вынести, прочитали, завернули и положили назад. Чтобы, не дай Бог, она просто так не стояла здесь. Это считается неуважение к своей памяти. Да? Поэтому сразу ее выносят к тебе. Теперь, Тора, в самой Торе нету знаков препинания, но в книгах подготовительных, где чтец Торы, которую ему надо читать Тору, например, в нашем случае это я, да, в других общинах это назначается человек, и ему община за это платит. Вот. Теперь, Тора, в самой Торе вы не увидите знаков препинания, но у Торы есть свои ноты. То есть, где паузу делать, где высоко голос поднять, опустить, быстро прочитать несколько слов. Такие ноты. Как я сказал, в самой Торе вы их не увидите.
Тора написано просто словами, которые тяжело читать. Но заранее чтец Торы садится за несколько часов, как минимум. Ему надо подготовить абзац и Торы. Это большой абзац, который будет читать публично. Он садится и читает. В самой Торе, в самих книжках есть знаки препинания, эти ноты, где голос поднять и так далее. Теперь наступает час X, назовем это так, да, когда ему надо читать Тору, все евреи собираются, а Тору читают в понедельник, четверг и в субботу. В субботу, когда много людей собирается, здесь выносят Тору и читает Тору и читает. В больших общинах есть человек, суфлер, назовем, который его помогает ему это голову вверх, опустить, паузу, где ставить и так далее, где ему показывают. Но, как я сказал вам в начале, еврейская община платит за то, что данный человек прочитал Тору. А раз заплатили, он должен это сделать идеально. Евреи очень тщательно относятся к деньгам. Правильно? Поэтому для того, чтобы правильно все прочитал, и его проверяют. Мужчины собираются вокруг. У них есть книжечки вот эти, где есть все точки, ноты и так далее. А у него их нет. И следят, как он читает. Если правильно прочитал, все хорошо. Если он где-то сделал ошибку, то неважно, Мойша сапожник, и тут уважаемый, там, не знаю, главный, какой-то раввин, уважаемый, да, Мойша сапожник обязан исправить его. Потому что касается уважения, статуса и так далее, это не в стенах синагоги. Что касается традиций, мы все равны. Традиций нету, кто-то уважаемый, не уважаемый. Если даже хоть Моисей стоял здесь, все равно, традиция у всех одинаковая. Поэтому любой человек, который стоит здесь вокруг мужчины, следят и читают, и обязаны его исправить. Так как Тору прочитали, все закончили, заносят ее обратно назад. Третья особенность синагоги, это такое место, это ведущий молитвы. Ведущий молитвы молится обязательно на иврите. Обязательно. 3 раза в день евреев молится. Утром, в обед и вечером. Утренняя молитва обычно длится минут 45, не меньше. В обеденная молитва 15 минут и вечерняя также 15 минут. Так вы покажете когда? Ну, подними, они в музее были, можно уже это самое, спорт. Это так выглядит одежда еврейская в праздники, на особенных мероприятиях. Например, чтобы вы понимали, я вот так хожу в будние дни, завтра у нас наступает пятница вечером, шаббат. Я сейчас вам скажу, что такое шаббат, это священный день. И у нас считается, уже одеваются другие одежды, там специальная шляпа, специальный кафтан вот такой, который одевается. Это раз в неделю, в святой день мы одеваем вот это. А в будние дни, до завтрашнего дня я могу ходить как хочу. Да? То есть нет такого дресс-кода. А вот этот дресс-код у нас в субботу, в пятницу вечером и в субботу. Все любавических рэбе. Что такое рэбе? Да? Вот у нас это главный среди евреев. Теперь у каждого местечка, евреи жили в местечках в Европе. У каждого местечка был свой глава. Как у нас есть глава района, провинция и так далее, то есть среди евреев еще. Кроме этого, есть еще, у нас в общинах это раввин. Да? Теперь у каждого местечка был свой рэбе, свой глава. И как он скажет, так и делали. Никто не, как солдаты. И в свое время он начал такую идею, что там, где есть евреи, должны быть еврейские общины. Там, где есть еврейские общины, должны жить по-еврейски, должны быть раввины. Поэтому он отправил своих, так сказать, хасидов, он сказал, что ребята, кто хочет поехать там, в Россию, в Японию, там, в африканские страны, он отправил, и все сказали, все, сказал начальник, мы поехали. И они создавали еврейскую жизнь, они создавали еврейскую общину, что сегодня развита, сегодня еврейская община, сегодня только в России более 200 раввинов, только в России, 200 раввинов. Вот, это все его идея, что там, где есть евреи, должны быть еврейские общины, там, где есть общины, должны быть раввины. Вот, расскажу вам про строение еврейской кухни. У евреев строго-настрого запрещено смешивать мясное и молочное. Очень строго.
То есть, не дай бог, если то есть, что-то там, блюдо сделать, мясо с молоком, со сливками, с сыром, чизбургер, нам запрещено. Нам запрещено. Вот такой закон, так в Торе написано. Теперь, на кухне есть отдельная посуда, полностью одного цвета, чтобы не различалось. Молочная, отдельная мясная, даже вот полотенчики, все отдельно. Все отдельно. Теперь, чтобы вы понимали, ну, например, у меня дома это 2 раковины, 2 духовки, 2 плиты и так далее. Чтобы вы понимали, в случае чего, допустим, ну, взял я стаканчик кофе, налил с молоком, ну, сахар размешать хотел и случайно взял ложку из мясного. Все они у нас отличаются. Такого цвета ложка, такого цвета ложка. И размешал с мясной с кухни, все выкидывается. Все это запрещено. У евреев изначально, конечно, есть смешанные браки, но женятся только еврей на еврейке. У нас изначально не смешивают. Раввин никогда не поставит, вот это называется хупа, это как венчание в христианстве, не поставит такую, не сделает обряд, если кто-то из них не еврейской национальности. Да, и то есть только если еврей, и чтобы вы понимали досконально, на несколько поколений смотрят назад, что действительно этот человек еврей, и она еврейка. И только тогда дают добро на свадьбу. Вот в Израиле браки, которые смешанные, они не могут зарегистрировать брак в Израиле. Они должны выехать в другую страну, там зарегистрировать брак и просто сказать, что они уже женатые. Вот. Евреев так запрещено, потому что что делает нацию, удерживает нацию, как народ, это когда есть строгие рамки, строгие ограничения. Что, например, я встречался со своей женой 5 раз. Мне хватило, чтобы жениться на ней. 5 раз по несколько часов. Просто встреча. То есть, допустим, он учится где-то на еврейский институт, она учится в еврейском институте, и мой там раввин не зовет в сторонку, говорит, слушай, есть девушка там такая хорошая, там, хочешь познакомим? Я могу сказать да, могу нет, допустим. Допустим, да. То нам говорят, и ей то же самое, если она согласилась знакомиться, нам назначает место, публичное место, но это большой секрет. Никто не знает, что они встречаются. Да. Время немножко. У нас осталось мало. Да, мне вообще сказали 2 часа, я поэтому... Нет, серьезно, Герман Асаевич сказал, есть 1,5 часа, можешь не торопиться. Спустимся за виду, сейчас я буквально, это самое главное. Я была в Израиле на свадьбе. На свадьбе? Да. Вот, так если сейчас я вам расскажу определенные традиции, которые вы увидели там. Допустим, их познакомили, они встречаются в публичном месте, но это секретно, что они встречаются. Почему это секретно? Потому что представьте, если они пришли познакомиться и друг друга не подошли. Допустим, ей девочки не подошел этот парень. И все об этом бы знали, что она пошла встречаться. И, допустим, так не подошли и 10 парней. Ну не подходит, ну не нравится, ну что, это же... Кстати, если это все бы об этом знали, это не было бы секретом, то, допустим, ей предложили Сару, ему предложили Сару, он сказал, это та, которая уже встречалась 10 раз, и к ней никто не подошел, и да. Не, я изначально не буду с ней встречаться, потому что, видимо, она такая, что никто с ней нигде не подходит. Поэтому это очень скрыто. Никто об этом не знает. Теперь, на встречах запрещено дотрагиваться друг до друга. До свадьбы нам запрещено, она мне никто, я ей никто. Мне нельзя дотрагиваться. То же самое после свадьбы. Я не имею права с вами за руку здороваться, обняться или за руку здороваться с любой женщиной, кроме мамы, близких, ну, сестрой, близкие родственники. И то же самое ей. И соблюдается это Конечно. сегодняшнее? Конечно. У религиозных, да. У религиозных, конечно. Вы можете изменять жене или нет? Смотрите, в семье не без урода, как сказать, всегда есть, но не принято. Не принято изначально. А в договоре это оговаривается? Нет. Но в случае чего она бы просила, но в случае, если она изменила, то, конечно, то там он имеет право не выплачивать ей при разводе. Если это, назовем так по-русски, если это ее косяк, да, в этом плане, то она нарушила договор, то он не обязан ей выплачивать эти разводные, отступные. У нас миллион населения и 4% евреев. У вас 150 тысяч населения, да? И 1%. Меньше одного. 1%. Вот сейчас Я посмотрим. вам скажу, что мы сейчас, политика такая, что развить Дальнего Востока, и нам нужно сегодня
сделать, и мы хотим открыть, а еврейская община есть в Якутии, но она не развитая. Да. И мы сегодня летом отправим молодых раввинов туда для разведки. В будущем мы хотим туда уже отправить, может быть, полноценного кого-нибудь. Поэтому это все связано. Если будет поддержка от правительства, от местных жителей и поддержка от евреев, Надо подумать, то откроет... поговорите, какое-то Да, мероприятие и провести. смотрите, у нас получается в Якутии, да, не отличает русских. Например, вот Валерий Соломонович придет, он будет русский. Потому что русские и евреи понятно. одинаковые. А меня за Якута приняли, Ну, когда да. был в Якутии. Вот. Поэтому тут... А почему под жених и невеста беленькие? Ну, это смотря, есть евреи, которые Блондины? сефарды из арабских стран, назовем это так, да? Они рыжие. Они темненькие. А есть европейские евреи, там, где из Европы, из Да, России, конечно. и так далее. Поэтому они белые. Но чаще всего Это черные. просто манекен, который купили здесь. Нет, хоть так же. Здесь манекена нет, черная. В Китае манекены белые.